В налоговой инспекции состоялся брифинг для физических лиц, имеющих в собственности квартиры, жилые дома, земельные участки и транспорт. Дело все в том, что инспекцией в июне текущего года была произведена рассылка почтой налоговых уведомлений и платежных документов на уплату налогов. Так как 1 ноября 2012 года установлен единый срок уплаты налога за 2011 год. Сотрудники инспекции предполагают, что, возможно, какая-то часть налогоплательщиков не получила уведомления. О том, как поступить в подобном случае, и шла речь на брифинге. Лица, не получившие налоговое уведомление, могут обратиться в налоговую инспекцию для повторной распечатки налоговых уведомлений, начиная с сентября 2012 года. Обращаем ваше внимание на приложенный к уведомлению бланк заявления. Если вы обнаружили в уведомлении недостоверную информацию, пожалуйста, сообщите об этом, заполнив прилагаемое заявление. Заполненный бланк заявления вы можете представить в инспекцию лично или направить почтой. Дополнительно сообщаем, что если вы имеете в соответствии с действующим законодательством льготы по налогам, то необходимо представить в инспекцию по месту учета принадлежащего вам имущества заявление и соответствующие документы, подтверждающие право на льготу. Например, копию пенсионного удостоверения, справку в ТЭК, копию паспорта транспортного средства. Физическим лицам, имеющим группу инвалидности и проходящим в ТЭК ежегодно, необходимо каждый год подавать заявление на льготу, прилагая справку в ТЭК, подтверждающую факт установления инвалидности на очередной год. В случае, если физическое лицо не своевременно обратилось за льготой, то инспекция произведет перерасчет налога за месяца, в котором возникло это право, но не более, чем за 3 предшествующих года. Наталья Сердюк подчеркнула, что оплату налогов можно произвести в любом отделении Сбербанка России. Также она подробно остановилась на форме уведомления, которые должны получить все физические лица, имеющие в собственности квартиры, жилые дома, земельные участки и транспорт. На сегодняшний день налоговое уведомление выглядит следующим образом и содержит в себе 3 раздела. Раздел 1 – это расчет транспортного налога. Раздел 2 – это расчет земельного налога. И раздел 3 – расчет налога на имущество физических лиц. К указанному заявлению прилагается заявление, в котором вы можете отразить факты установленного несоответствия и обратиться в налоговую инспекцию для перерасчета. Также к указанному уведомлению прикреплены платежные извещения на уплату налога. Уплату можно произвести в любом отделении Сбербанка России. В каждом подразделении указаны категории граждан, которые имеют право на льготный порядок налогообложения. Так, например, по налогу на имущество в эту категорию граждан вошли герои Советского Союза и герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом славы 3 степеней, инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, чернобыльцы, афганцы и военнослужащие. А вот в подразделе «Транспортный налог» существуют категории граждан, которые и вовсе освобождаются от его уплаты. В соответствии с областным законом у нас освобождаются от уплаты транспортного налога пенсионеры, за один зарегистрированный на них легковой или грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил. Включительно это может быть и мотоцикл, или мотороллер, еще дополнительно. Также, в соответствии с областным законом освобождаются от уплаты транспортного налога инвалиды, на один зарегистрированный на них легковой автомобиль, один из родителей или иной законный представитель, который воспитывает ребенка-инвалида, один родитель или иной законный представитель, воспитывающий 3 или более детей в возрасте до 18 лет. Этой категории предоставляется льгота за один зарегистрированный на них легковой или грузовой автомобиль. И также льгота предоставляется
на одного из усыновителей, воспитывающий усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет. Здесь льгота предоставляется на один зарегистрированный легковой автомобиль. Также прозвучала информация о том, что вследствие изменений в областном законе для легковых автомобилей до 100 лошадиных сил установлена налоговая ставка в размере 0 рублей. Соответственно, владельцам данных транспортных средств транспортный налог за 2011 год не исчислялся. Уважаемые налогоплательщики, более подробно о льготах, предоставленных по каждому виду налога, вы можете получить информацию на информационных стендах, расположенных на первом этаже в здании инспекции. По всем вопросам исчисления имущественных налогов с физических лиц можно обращаться в инспекцию. Кабинет номер 7. Инспекция располагается по адресу город Артемовский, улица Ленина, 19, или по телефону 5 88 48. Надеемся на взаимопонимание.